20 октября 1853 года. В британское правительство поступает донесение внешней разведки. В нем говорится о том, что Дальний Восток Российской империи безоружен и мало населен. Для Великобритании такое положение дел идеально. Все силы России стянуты в Черное море, где только что развязалась Крымская война. Защищать Дальний Восток у русских не хватит сил. Британцы решают срочно действовать. Совместно с Францией они отправляют для нападения на Дальний Восток 6 кораблей, вооруженных 200 пушками и 3000 солдат. Противник уверен в успехе операции. Но спустя некоторое время в Великобританию приходит известие. Командующий англо-французской эскадрой Дэвид Прайс, увидев бухту Петропавловска, застрелился, даже не начав бой. О том, что произошло в Петропавловске, это сегодняшний Петропавловск-Камчатский, и почему застрелился английский командующий Дэвид Прайс, еще долгие годы обсуждали ведущие политические деятели, журналисты и историки Запада. Больше всех по этому поводу высказывался один из основоположников марксизма Фридрих Энгельс. По его мнению, в провале английской операции на Камчатке виновен некий русский чиновник из Сибири. Газета «Нью-Йорк Дейли Трибун» от 18 ноября 1858 года. Пока англичане припирались и обсуждали важный вопрос о том, в самом ли деле чиновник Е действовал согласно воле своего императора, русские завладели территорией к северу от Амура. Какого чиновника имел в виду автор статьи, хорошо понимали в Санкт-Петербурге. Там этого загадочного человека называли Сибирским Петром I. Политические деятели того времени утверждали, что в Сибири он более могуществен, чем Господь Бог. Но кем же был этот человек? Если вы держали в руках 5000-ную купюру, значит, наверняка видели памятник этому человеку. Речь идет о графе Николае Муравьеве Амурском, сибирском губернаторе, руководящем в 50-х годах 19 века регионом, площадь которого составляла треть всей территории России, от Красноярска до Тихоокеанского побережья, включая Аляску. Но чем этот человек прославил себя и Россию? Правда ли, что Муравьев-Амурский присоединил Дальний Восток к России без применения вооруженной силы? Правда ли, что он без ведома императора отменил крепостное право в Сибири? Ну и правда ли, что сибирский губернатор помог остановить наркоторговлю британцев в Китае? Это Арарат Кещян, и сейчас мы все узнаем. Пустующие земли России. Эти безлюдные места уже начала присматривать для себя Британия. Как сибирских чиновников работать заставили. В канцелярию государю посыпались жалобы на губернатора Самодура. И кому в Сибири жить хорошо. Делайте все, что посчитаете нужным. За 7 лет до нападения англо-французской эскадры на Петропавловск 5 сентября 1847 года Николай I подписал непонятный для высшего света приказ. На пост губернатора самого большого региона страны, где добывалось золото империи, он назначил молодого либерала Николая Муравьева. Это событие вызвало много толков, ведь до этого в Сибирь направлялись только опытные чиновники. А тут 37-летний генерал-майор. Что он мог сделать, когда даже заслуженные чиновники не справлялись с проблемами этого региона? Воровством золота, тотальным произволом и коррупцией. Николай Муравьев воспринял это назначение как возможность повлиять на ход истории. Ведь России принадлежали огромные территории, завоеванные еще в XVI веке. Но эти территории не были закреплены за ней на карте. А потому, в случае желания любого государства занять Дальний Восток, Россия не смогла бы предъявить права на эти земли. По факту, после взятия Иваном Грозным в 1552 году Казани, русские землепроходцы двинулись на восток и, дойдя до побережья Тихого океана, присоединили к российскому государству огромную территорию. После почти 3 века эти земли простояли без хозяина. За такое время эту территорию вполне могли бы занять крупные державы. Но они делили более приспособленные для жизни земли Северной Америки, Африки и Индии. Россия же решала совсем другие проблемы. То церковный раскол, то восстание Степана Разина.
В итоге, к середине 19 века жизнь в России заканчивалась здесь, в Иркутске. Это была окраина страны. Дальше на восток еще 5000 километров бездорожья и глухой тайги. Эти безлюдные места уже начала присматривать для себя Британия, регулярно подходя к дальневосточному берегу со стороны Тихого океана. Россия понимала, что ей нужно срочно обозначить свои границы, но заняться этим вопросом никто не решался. Для разграничения территории требовалось подписание договора с соседним Китаем. Нужны были дипломатические переговоры, грамотно составленные документы, опять переговоры. Чиновники боялись неудачи и, как следствие, неодобрения со стороны государя, а потому попросту бездействовали. Так в Сибири менялись начальники, но проблема оставалась открытой. В первый же день своего назначения Николай Муравьев сообщил царю, что готов решить вопрос с границей. На что Николай I ответил: делайте все, что посчитаете нужным, но чтобы и не пахло пороховым дымом. То есть нужно было закрепить за государством законные территории без военного вмешательства. И тогда Муравьев решил воспользоваться первой частью наставления царя. Делайте все, что посчитаете нужным. А нужным Николай Муравьев посчитал уволить всех чиновников, когда-либо увлеченных в коррупции в Иркутске. После губернатор плотно взялся за золотопромышленников. Тех, кто воровал, он отправил в отставку. Для остальных создал новый порядок отчетности и организовал бдительный надзор. После чистки кадров Муравьев собрал новую команду из тех, кому доверял, и ввел новые правила. Отныне чиновники начинали работать в 6 утра, чего никогда ранее в Иркутске не было. В канцелярию государю посыпались жалобы на губернатора Самодура. Многие обиженные Муравьевым чиновники пытались добиться личной аудиенции Николая I. Но и тут губернатор опережал их на шаг. Еще до того, как уволить подчиненного, он посылал императору отчет о том, кого, за что и как будет наказывать. Как итог, государь всегда принимал сторону Муравьева. Николай Муравьев ломал сотни стереотипов. Например, об удаленности региона от столицы. Этим всегда оправдывали задержки в решении вопросов. Своим примером он доказывал – действовать можно быстро. Муравьев был первым губернатором, который ездил в Санкт-Петербург почти каждую зиму. Хотя дорога занимала 1,5 месяца. Однако вскоре такие наезды Муравьева очень не взлюбили министры. Ведь он постоянно жаловался на них императору. Так, в 1852 году губернатор докладывал государю о деятельности министра путей сообщения графа Клейн-Михеля. Речь шла о строительстве острога в Иркутске. Дело в том, что графу были отправлены и проект, и смета. Однако ответа от министра не было, внимание, в течение 7 лет. Особенно настойчиво в каждый свой приезд в Санкт-Петербург Муравьев добивался расширения полномочий в области надзора государственной границы на востоке России. А еще предоставление ему исключительного права вести переговоры с Китаем. Эти прошения были направлены с целью выйти из подчинения сразу 2 влиятельных чиновников – военного министра и министра иностранных дел. Свои поездки в Петербург Муравьев совмещал с заграничным отпуском. Его жена была француженкой, и они часто вместе ездили в Европу под предлогом необходимого лечения. На самом деле, на Западе Муравьев больше времени проводил не на курортах, а в светском салоне вдовы русского дипломата Дарьи Ливен. Салон был прикрытием, а сама Ливен – тайным агентом Российской империи. Дружба с русской шпионкой. Российский кабинет министров опасений Муравьева не разделял. Рабство Китая ради чужих традиций. Традиция пить чай в Великобритании приобретала массовый характер. И первые тревожные вести с Дальнего Востока. Под видом китобоев они вели разведку. В середине 19 века на царскую разведку работала некая княгиня Дарья Ливен.
В разные годы по поручениям российского императора соблазнял австрийского канцлера Клеменса Меттерниха, французского премьер-министра Франсуа Гизо, а также короля Великобритании Георга IV. В Париже салон Дарьи Ливен считался одним из лучших во Франции. Его посещали только самые влиятельные люди Великобритании, Франции и Австрии. И сюда же захаживали русские дипломаты, на которых почти никто не обращал внимания. Одним из таких как раз и был граф Николай Амурский. Письма, подтверждающие сотрудничество Николая Муравьева и Дарьи Ливен, до наших дней, к сожалению, не дошли. Однако сохранились депеши, которые губернатор Сибири отправлял императору Николаю I сразу же после посещения французского салона русской шпионки. В них он просил срочно заняться обороной Дальнего Востока, который уже находился под геополитическим прицелом Англии и Франции. Прошение о вооружении Дальнего Востока Николай Муравьев начал писать с 1849 года. Еще за 5 лет до нападения с моря англо-французской эскадры. Однако его просьбы оставались без внимания. Это было связано не с безразличием царя к проблеме, а с абсолютной невозможностью перекинуть армию на Дальний Восток. Железных дорог, да и вообще дорог, там не было. Российский кабинет министров опасений Муравьева не разделял. На мировой арене наблюдалось относительное затишье. Но Муравьев видел все иначе. Ему не нравились новости из соседнего Китая. На Поднебесную продолжались нападки англичан. И он был уверен, если британцы до конца поработят Китай, то их следующим шагом будет колонизация Дальнего Востока. Оснований для таких опасений у Николая Муравьева было очень много. Ведь Великобритания уже провозгласила себя главной морской и экономической державой мира. Британия захватила Индию, значительные владения в Африке, Аргентине, Сиаме, колонизировала Австралию и Северную Америку. На очереди был Китай. Тем временем традиция пить чай в Великобритании приобретала массовый характер. Спрос на этот товар был невероятно высок, однако обходился он Британии очень дорого. За любимый напиток англичане платили Китаю серебром. А вот Китай в ответ ничего у британцев не покупал. Таким образом, в торговых отношениях двух стран образовался некий перекос. И чтобы изменить ситуацию в свою пользу, англичане решили вывести на рынок новый товар – опиум. Осуществить этот замысел было несложно. Опиумные плантации британцев находились в соседней Индии. Сначала опиум сбывали китайцам за бесценок. Выждав момент, когда население уже не могло существовать без наркотиков, Британия взвинтила цены. Так серебро, отданное за чай, стало возвращаться обратно в английскую казну. А наркотики приобрели в Китае характер национального бедствия. Чтобы спасти свой народ, император Поднебесной Дао Гуан закрыл рынок страны всем коммерсантам из Англии и Индии. Это привело к объявлению Великобритании войны Китаю в 1842 году. После Китая такая же участь ожидала и Дальний Восток, откуда Муравьеву уже начали поступать неприятные известия. Ему сообщали, что вдоль русского берега время от времени курсируют французские и английские корабли. Под видом китобоев они вели разведку. Муравьев понимал, что дальше медлить нельзя, и решился на неслыханную по тем временам дерзость. Он распустил крепостных крестьян без ведома императора и создал из них свою собственную армию. Напоминаю, что произошло это еще за 10 лет до официальной отмены крепостного права царем. Еще до губернаторского поста в 1846 году Николай Муравьев обращался к императору Николаю I с предложениями отменить в России крепостное право и раздать людям земли. Государь тогда сказал, что для этого необходимо подготовить большую реформу. А пока ее нет, говорить не о чем. Муравьев для себя отметил: в целом Николай I не против. И вот что делает Муравьев. Губернатор распускает крепостных, приписанных ни много ни мало к самому императору. Эти крепостные работали на горных нерчинских заводах Забайкалья, которые в лучшие времена давали казне немалые деньги. Николай Муравьев не мог не понимать, что резкое прекращение поступления финансов от сибирских заводов не останется незамеченным. Но тогда на что рассчитывал глава губернии?
На самом деле, к моменту освобождения рабочих рудники были истощены, и государство из них уже почти ничего не получало. Муравьева мучил другой вопрос. Где взять деньги на реформы? Попросить из государственной казны он не мог, да и долго было ждать. А деньги нужны были, чтобы подписать людям вольные, раздать земли. Плюс чиновникам нужно было заплатить, за бумажную работу. Помочь вызвались местные купцы. Они дали денег своему губернатору и помогли с составлением документов, которые Муравьев подписал лично на свой страх и риск. К крепостным у губернатора было одно условие – свобода в обмен на службу родине. С обязательным переселением из Читы, где находились нерчинские заводы, на Дальний Восток. Так, всего за 2 года Муравьев-Амурский приобрел войско численностью 30 тысяч человек. Часть его он расселил вдоль левого берега Амура, а другую часть направил к Тихоокеанским границам. Позже историки это переселение назовут знаменитым сплавом по Амуру. И вот что важно, переселение это произошло уже после того, как англичане с французами провели разведку вдоль наших берегов и доложили своим правительствам, что Дальний Восток Российской империи абсолютно безоружен. Поэтому наши западные друзья и решили быстренько покорить Дальний Восток. Как русский крестьянин с англичанами воевал? На то, что город удастся отстоять, особой надежды не было. Мирные условия Британии. Целью англичан на этот раз стали речные порты. И как один человек спас 2 империи. Там явно что-то произошло. Октябрь 1853 года. После многочисленных разведок британскому правительству докладывают, что Дальний Восток России безоружен. В Великобритании понимают, при такой ситуации они с легкостью могут колонизировать дальневосточные рубежи Российской империи. В результате Британия объединилась с Францией, разработала спецоперацию и отправила на восток 6 боевых кораблей. Командовать боевыми действиями доверили опытному адмиралу Дэвиду Прайсу. Когда стало известно, что эскадра Дэвида Прайса направляется к Камчатке, в Петропавловске находилось чуть более 200 солдат. Плюс 2000 мирных жителей, которые в основном занимались освоением земель и строительством оборонительных фортов. На то, что город удастся отстоять, особой надежды не было. Тогда переселенцы из Сибири еще не знали, что помимо вражеских кораблей к ним направляется еще и русский фрегат «Аврора». Посещение этих берегов фрегатом «Авророй» было счастливой случайностью. На корабле заканчивалась питьевая вода и припасы, и фрегат остановился в Петропавловске для пополнения запасов. Узнав о готовящемся нападении англичан, моряки «Авроры» встали на защиту дальневосточных берегов Российской империи. Следом пришло подкрепление от губернатора Муравьева, который отправил на Камчатку военный корабль «Двина». На его борту было 350 военных. В итоге за 2 недели до подхода противника гарнизон Петропавловского порта вместе с экипажами кораблей насчитывал около 1000 человек. Вместе с добровольческими отрядами они сняли с кораблей оружие и соорудили вдоль берега пушечные батареи. 18 августа 1854 года. 6 кораблей подошли к Петропавловску. Англо-французская эскадра явно надеялась на легкую победу, но вместо незащищенных портов их встретили новые укрепления, усиленные гарнизоны и военные корабли. Противник было двинулся в наступление, но вдруг в 1,5 километрах от берега остановился. А потом вражеские корабли и вовсе вернулись на якорную стоянку. Там явно что-то произошло. Командующий эскадрой Дэвид Прайс, увидев укрепленную русскую гавань, решил, что поражение неизбежно, и выполнить приказ британского правительства ему не удастся. В состоянии сильного эмоционального потрясения Дэвид Прайс застрелился у себя в каюте. Командование эскадрой принял контр-адмирал Диспуант. На следующий день в Петропавловске начались ожесточенные артиллерийские перестрелки. У российской стороны войска было в 3 раза меньше, чем у противника. Не хватало оружия. На один корабль с 60 пушками приходилась русская батарея всего из 5 орудий. В итоге французам и англичанам удалось высадиться на берег. Но в этот момент произошло нечто невероятное.
Выстрел пушки с английского парохода «Вирага» по ошибке был направлен в своих же солдат. Десант был уничтожен. Так, первая попытка взять штурмом Петропавловск была сорвана. Англичане взяли паузу. Через 6 дней им вновь удалось высадить на берег вооруженных солдат. На защиту Петропавловска помимо военных встали старики, женщины с детьми и даже раненые. Но нас спасло местоположение боя. Врагу нужно было подняться на крутую Никольскую сопку, на вершине которой их поджидали вооруженные жители Петропавловска. Находясь в более выгодном положении, русские с горы отбрасывали англо-французский десант, усложняя путь остальным частям вражеской армии. Сражение длилось более 2 часов и закончилось полным поражением англичан и французов. Таким образом, Петропавловск был спасен. Но эта победа не решала вопрос разграничения территорий между Россией и Китаем. Хотя прощала своеволие сибирского губернатора перед императором за отмену крепостного права. Это было оправдано. В итоге император дал Муравьеву дополнительный карт-бланш и возможность лично вести переговоры с Китаем от лица России. В 1856 году Муравьев провел дипломатическую встречу с китайскими властями. Он предложил провести границу вдоль реки Амур. В итоге, после 2 лет переговоров, Китай согласился на предложение Муравьева с тем условием, что Российская империя окажет китайцам поддержку в борьбе с британской наркоторговлей. Так, в 1858 году губернатор Сибири заключил русско-китайский Айгунский договор. И Россия официально закрепила свои границы на Дальнем Востоке. 2 годами ранее, в 1856 году, британцы, которые незаконно поставляли опиум через подконтрольный им Гонконг, потребовали его легализации и неограниченной торговли по всей Поднебесной. Естественно, император Китая им отказал. Целью англичан на этот раз стали речные порты, в том числе и вдоль реки Амур. Помочь им в этом вызвались французы. Но тут в дело вмешался сибирский губернатор Николай Муравьев. Чтобы этого не происходило, Муравьев издал указ. По нему ни одно иностранное государство не имело права самовольно заходить на территорию Приамурского края, вплоть до корейской границы. Так Муравьев помог Китаю справиться с наркоторговлей. За многочисленные заслуги российский император даровал сибирскому губернатору титул графа Амурского. И он вошел в историю как граф Николай Муравьев-Амурский. Итак, вот ответы на наши главные вопросы. Правда ли, что Муравьев-Амурский установил границы России на Дальнем Востоке без применения вооруженной силы? Да, это факт. Сибирский губернатор путем мирных переговоров окончательно закрепил за Россией эти территории. И больше такой вопрос в истории не возникал. Правда ли, что губернатор без ведома императора отменил крепостное право в Сибири? Да, это тоже факт. Муравьев-Амурский прекрасно понимал, что рискует своим положением. Однако, поступил он иначе, Дальнего Востока у России могло и не быть. Ну и действительно ли дальневосточный чиновник помог остановить наркоторговлю британцев в Китае? Да, это тоже факт. Хотя, возможно, Муравьев-Амурский тогда спас не только Китай, но и российский Дальний Восток, который также находился под прицелом распространителей опиума. С вами был Арарат Кещян. До встречи на «Звезде». В декабре 1990 года из Парижа во Владивосток вылетел самолет Аэрофлота. Рейс был не совсем обычный. На борту лайнера находился саркофаг, перемещаемый из окрестностей французской столицы с кладбища Монмартра. Обрести родину через 110 лет после смерти предстояло великому русскому человеку,
волею судьбы дожившего свой век на чужбине. Когда-то на его могиле в нише креста благодарные соотечественники поместили бронзовую табличку с выбитыми на ней словами: города Приморской области – Хабаровск, Владивосток и Никольск-Уссурийский, графу Муравьеву-Амурскому. Однако Читы в этом перечне не было, хотя она тоже обязана графу Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому своим становлением. Именно отсюда, с крыльца Михаила Архангельской церкви, в 1851 году был зачитан царский указ об образовании Забайкальской области и присвоении Чите статуса областного города. Военным генерал-губернатором в это время был граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Первый генерал-губернатор Восточной Сибири – личность многогранная, противоречивая, но бесспорно яркая и значительная. У современников и потомков граф Муравьев-Амурский вызывал различные отзывы. Ему давались порой абсолютно противоположные оценки. Звучали то обвинения в деспотизме, то прославление. Но неоспорим факт. Великая заслуга Николая Муравьева-Амурского в том, что именно он решил проблему присоединения земель по левому берегу Амура к России. Он стал отцом-основателем приморских городов. И именно при нем образовалось Забайкальское казачье войско и Забайкальская область. Множество толков вызвало назначение в 1847 году Николая Муравьева, до того тульского губернатора, генерал-губернатором Восточной Сибири. И возраст у него молодой, всего 38 лет. И происходил Николай Николаевич из семьи опальных Муравьевых, будучи с участниками Декабрьского восстания, хоть и в дальнем, но родстве. Однако только такой человек, целеустремленный, умный и дальновидный, мог в то время взяться за сложное и ответственное дело – возвращение Амура России и приближение ее к Тихому океану. Более чем 1,5 столетия с момента подписания Нерчинского договора с Китаем в 1689 году пограничная черта в районе Преамурья и Приморья оставалась неопределенной, а сам Амурский край был нейтральной территорией. Как писал журнал «Русская старина», в 1881 году государство, испытывая неудачу в удержании Амура, вынуждено было отказаться от него. И можно считать большой выгодой, что смогло удержать и укрепить за собой, по крайней мере, Забайкальский край. С тех пор все заботы русского правительства были направлены на то, чтобы только жить в мире с Китаем. Беспокойство русского правительства вызывала и угроза со стороны англо-французского флота, проявившаяся в период Крымской войны. Решение же амурской проблемы открывало для России экономические и стратегические перспективы. И за это ответственное дело берется молодой генерал-губернатор Муравьев. А что он сделал для нашей страны? Действительно, что можно ответить? Ответить можно коротко. 1/3 России присоединил к великому государству фактически без потерь военных, без вооруженного конфликта. Николай Николаевич предлагает простейшее, гениальное, как всегда, решение. Огромная страна, слабо развитая, совершенно незаселенные районы Восточной Сибири. И он предлагает метод военной казачьей колонизации. Действительно так. Он ставит вопрос, что нужен плацдарм. Плацдармом становится созданная тогда же Забайкальская область. Прибыв к месту службы и обосновавшись в Иркутске, Муравьев-Амурский рьяно принимается за дела. Начинает он со смены кадров. Заевшихся и проворовавшихся сибирских чиновников, взяточников и казнокрадов жестко наказывает и снимает с постов. А назначает молодых и богатых, которые стремятся не к наживе, а к славе и карьере. Берет Муравьев с собой в Сибирь и проверенных людей, кто не подведет, и будет служить ему верой и правдой. Находит опору и среди коренных сибиряков. Всех губернатор уравнял в правах,
считая, что они должны продвигаться по службе и получать государственные награды. Земли, данные в управление Муравьеву, обширны, и не зная их, как управлять разумно, потому первым делом генерал-губернатор знакомится с краем. С мая 1849 года он предпринимает походы по реке Лени в Якутск и дальше через хребты на Тихоокеанское побережье в русский порт Охотск на Камчатку. Для экспедиций подбирает Муравьев людей выносливых, знающих край. Сам переносит мужественно все тяготы и трудности. В этом же году он организовал первую экспедицию для исследования Амура на транспорте «Байкал», которую возглавил капитан-лейтенант Геннадий Иванович Невельской. Экспедиция завершилась географическим открытием. Было установлено, что Сахалин является островом, и вход в Амур возможен для морских судов с севера и юга. В записке Николаю I Муравьев писал: «Это заставляет нас безотлагательно приступить к занятию устья Амура, ибо со дня на день должно ожидать, что оно может быть занято другими». К концу 1849 года Муравьев посетил Забайкалье, познакомился с состоянием казачьих войск, укладом жизни забайкальских казаков и сделал вывод, что до сих пор войско не имело ни общего управления, ни подобающего начальства, и необходимо его преобразование для усиления охраны земель и границы на Амуре. В России уже начинается период великих реформ. И в это время Муравьев предлагает людей, приписанных к Нерчинским заводам, перевести в казачье сословие, чтобы усилить войско. Он обосновывает необходимость этих действий в докладе об усилении военных средств в Забайкалье, который подготавливает для военного министра в 1849 году. Муравьев предлагает включить в войско пограничных и станичных казаков, Забайкальский казачий городовой полк, а также все бурятские и тунгусские полки. Основа забайкальского казачьего войска была сформирована из местных крестьян. Землепашцы меняли свое сословное положение на казачье с охотой. Казаки были более защищены перед законом, имели большие права. Кроме того, за переход на казачью службу полагалась помощь деньгами. Проект Муравьева-Амурского по укреплению позиций на левобережье Амура Николай I одобрил и после внесения некоторых поправок утвердил. В июне 1851 года во вновь образованном казачьем войске было более 48 тысяч человек мужского пола, и подчинялись они генерал-губернатору Николаю Муравьеву. Как много значило создание Забайкальского казачьего войска для края России в целом, еще предстояло через много лет оценить потомкам. С того все и началось. Первоначально вот так вот было оно сформировано, и в довольно скором времени ему пришлось уже, как регулярному войску российскому, вступить в войну в 1900 году, когда возникло боксерское, как мы называем, восстание Ихатуаней в Китае, которые восстали против вообще всякого иностранного там присутствия. Вот и Забайкальское казачье войско в полном составе в этой войне участвовало. А потом 904-905 год, а потом Первая мировая война, которая от Забайкалья получила 9 полнокровных шестисотенных полков. Вот так вот Забайкалье здесь утвердилось казачеством. Но это будет позже. А пока, думая о дальнейшем укреплении позиций на Амуре, дальновидный Муравьев предложил активно организовывать русские поселения вблизи границы, таким образом укрепляя ее. Будут у него и оппоненты, критикующие его за метод колонизации, хотя это был самый верный путь в то время. Николай Муравьев придумал так называемые амурские сплавы. Для них были построены пароход «Аргунь», плоты, паромы. Судно для сплавов делали на Забайкальской земле. По инициативе Муравьева был заложен действующий до сегодняшнего дня Сретенский затон и основан Шилкинский завод. На Петров-Забайкальском железоделательном и чугуноплавильном заводе производились паровые двигатели для первых забайкальских пароходов. Постепенно крестьяне, проживавшие по берегам Аргуни, Ингады, Шилки, Нерчи, Борзи и Анона, становились казаками.
Потянулись на Амур семьи из Иркутской губернии, со всего Забайкалья. Кто-то в поисках новой, лучшей жизни, а кто и не по своей воле. Когда ссыльно-каторжных женщин поставили напротив парами с ссыльно-каторжными мужчинами, рассчитали по порядку, и генерал-губернатор благословил. Будущий замечательный, добрый человек, епископ Иннокентий, в будущем официально признает эти семьи и запишет метрические книги браки, и запишет родившихся детей и признает их законнорожденными. Хотя, конечно, нельзя было не заметить. Представляете, как решалась человеческая судьба, когда врач Кокосов напишет потом, написавший замечательное воспоминание, рассказ о корейской каторге, он напишет о том, что когда против 25-летней молодой красивой солдатки стоял почти 80-летний уже с уходящими силами мужчина, а они вступали в брак или наоборот, то это, конечно, были трагические судьбы. Итак, с 1854 года сплавы доставляли в устье Амура переселенцев, казаков, крестьян из других губерний и еще штрафников в помощь казачьим семьям. Плоты и паромы нагружались скарбом, запасами продовольствия, всем необходимым для проживания и ведения хозяйства на новом месте. И семьи отправлялись по речным водам навстречу новой судьбе. В первую амурскую экспедицию было решено отправить, население Иркутской губернии и Забайкальской области. Это было поручено молодому чиновнику по особым поручениям князю Михаилу Сергеевичу Волконскому. Он собрал где-то 51 семью, в количестве 480 человек. Но им были, конечно, обещаны очень большие блага и всяческие льготы. Например, продовольствие им обещалось на 2 года дать со дня выхода в путь, пособие на постройку хат, на покупку скота и прочее. Они избавлялись также от подати и натуральных повинностей на 20 лет, а от рекрутской повинности они избавлялись навсегда. А впоследствии, уже в начале 60-х годов, все эти блага постепенно были отменены для других переселенцев. И отменено было пособие, а выдача провианта была осуществлена только на 1 год. Этим первым переселенцам были даны не самые лучшие земли по берегам Амура. Осваивать было очень тяжело. Наводнение у них, уничтожали их урожаи. И они просили и губернатора, и начальство, чтобы их отселили в другие, более благодатные земли, на что им было отказано со словами: если уж лучшие крестьяне не хотят осваивать эти земли, что же будут делать тут худшие? Сам Муравьев руководил лично несколькими сплавами, разделяя с их участниками все трудности экспедиции. До 1858 года под руководством Николая Муравьева была создана так называемая Амурская линия, новые села, казачьи посты, всего 67 станиц, проживало в них около 12 тысяч человек. Но несмотря на активное освоение левобережья Амура, образование постов и русских сел, отношения с Китаем были по-прежнему неопределенны, а вопрос о принадлежности этой территории России не был решен. К 1958 году Муравьев понимаете, сам Муравьев, генерал-губернатор понимает, что без подкрепления дипломатическим мирным договором с Китаем эта политика, может быть, и не даст желаемых результатов. И он добивается, что ему разрешают от имени Великой империи, великого государства заключить Айгунский мирный договор в городе Айгуне. А если вдаваться в подробности, как хитро, по-мужицки, нормально они выстраивали отношения с китайцами, как они соблюдали дружеские отношения, возили подарки, приезжали в гости, принимали у себя. То есть они сделали все, чтобы не насторожить китайцев. Задача одна – левый берег Амура должен быть русским. И все удалось. По данному договору устанавливалось, что левый берег до реки Аргунь до устья остается за Россией, а правый берег до реки Уссури за Китаем. От реки Уссури далее до моря находящиеся места и земли впредь до определения по сим местам границы, как ныне, да будут в общем пользовании. За эту заслугу Николай Николаевич Муравьев и был удостоен графского титула
и почетной приставки к фамилии Амурский. В Государственном архиве хранится приказ по Забайкальскому казачьему войску, станица Благовещенская, мая 21 дня 1858 года, в который Муравьев обращается к солдатам, казакам. Товарищи, поздравляю вас, нетщетно трудились мы. Амур сделался достоянием России. Святая Церковь молится за вас. Россия благодарит. Да здравствует император Александр II. То есть очень коротко, очень емко, но человек чувствовал себя человеком. Рядовой казак, несший все лишения, понимал, что он делает государственное дело. Николай Николаевич Муравьев-Амурский имел репутацию человека деятельного, умного и дальновидного. И вместе с тем о его вспыльчивом характере и крутом нраве окружающие знали не понаслышке. Его действия вызывали то искреннее восхищение, то резкую критику. Так оппонентом графа Муравьева-Амурского был декабрист Дмитрий Завалишин. Понимаете, он все время критиковал его за торопливость, не понимая простейшего, что пока Муравьев может, он должен дело довести до конца. У него не было времени. Он загонял своих соратников и загонял себя. Иногда баржи погибали во время сплава, иногда не приходило вовремя. Поэтому не приходило вовремя продукты, которые посылали сплавщикам, посильщикам новым. Иногда погибало что-то другое, и люди голодали порой. Иногда погибали от голода, хотя это не было явлением массовым, это было исключением из правил. Конечно, Дмитрий Анархиевич начинает атаковать критическими статьями и замечаниями деятельности генерал-губернатора. Самое главное, что он мог публиковаться в морском сборнике, и поэтому его статьи становились резонансными. О них вскоре узнала Россия. О том, что сделано правильно, эти слухи доходили значительно позже, и информации фактически как таковой не было. Но разорвавшаяся как бомба статья Завалишина в морском сборнике имела, к сожалению, негативный для Муравьева резонанс. От Муравьева и его соратников ждали быстрых и эффективных результатов, расцвета экономики Преамурья. Однако средства на освоение новых земель приходилось изыскивать за счет экономии их в Восточной Сибири. Финансирование из государственного бюджета Петербург отказал. Резкая критика за неудачи, возникавшие в процессе колонизации Амурского края, отсутствие поддержки дальнейших проектов преобразования сибирских и дальневосточных земель, в том числе по административному устройству и управлению Сибири, сделали свое дело. В 1861 году Николай Муравьев-Амурский после 12 лет службы подает в отставку. Он уезжает в Петербург и получает там место члена Государственного совета. Почетное, но не обременительное. А через некоторое время он покидает Россию и перебирается на родину жены во Францию. Он умер в 1881 году и был похоронен на кладбище Монмартра. То, что великий человек России покоится на чужой земле, волновало еще его современников. И только спустя столетия Министерство иностранных дел СССР и Франции решили вопрос о перезахоронении Муравьева-Амурского. Останки генерал-губернатора Восточной Сибири были доставлены во Владивосток. Определили и место захоронения Муравьева-Амурского на полуострове, носящем его имя. 21 сентября 1991 года жители города отдали дань уважения выдающемуся государственному деятелю, который в июне 1859 года впервые на корабле прошел пролив Босфор-Восточный, бывший Гамилен, и определил место поста Владивосток. В других городах, основанных первым генерал-губернатором Восточной Сибири, тоже чтят его память. Памятник высотой в 7 аршин из бронзы по проекту академика Опекушина был возведен на народные средства в его честь в Хабаровске. Бережно хранят память отца-основателя и в Благовещенске. Торжественно первый бронзовый памятник, ставший визитной карточкой города, открывали на берегу Амура 17 июля 1993 года. А к 200-летию со дня рождения генерал-губернатора здесь был воздвигнут второй монумент в его честь. Граф Муравьев-Амурский уже в соседстве со святителем Иннокентием, его сподвижником в деле освоения Дальнего Востока.
Чита и Забайкальский край тоже в плеяде тех городов и областей, которые обязаны графу Муравьеву-Амурскому своим становлением. Когда-то в нашем городе была улица Муравьевская, ныне Лазо. К сожалению, памятника или напоминания об этом великом человеке на карте Читы нет. Да, время, в которое он жил, было суровым и требовало принятия столь же суровых решений. Но Николай Муравьев-Амурский так много сделал для нашего края и всей России, что масштаб его заслуг еще предстоит вновь и вновь оценивать потомкам. И нам, забайкальцам, тоже. Обстоятельства знакомства русского генерала Николая Муравьева и Елисавет де Ришемон до конца неизвестны. Вероятно, их встреча состоялась в 1845 году в Германии на курорте, где Муравьев лечил последствия ранения, острую лихорадку. Николай Муравьев мгновенно влюбился, и яркое пламя любви не угасало в нем до самой его кончины. Чувство было глубоко взаимным. Затем они на 10 дней поехали во Францию, наслаждались обществом друг друга. Но предложение Николай так и не сделал, считая, что он недостаточно обеспечен. Но когда в том же 1845-м он был назначен исполнять должность военного губернатора Тулы и Тульской губернии, то в Париж немедленно полетело письмо с предложением руки и сердца. Елисавет была согласна. И 19 января 1847 года в Огродецком храме под Тулой состоялось бракосочетание Николая Муравьева и Елисавет буржуа де Ришемон. Елисавет приняла православие, взяла имя матери своего жениха, Екатерина Николаевна, и стала усердно учить русский язык, что приводило мужа в восторг. Катенька моя теперь в классе русского языка. С ее способностями есть надежда, что она скоро будет говорить и писать. Так и случилось. Выдержки из писем Николая Муравьева о супруге наполнены восторженными словами. «Прошу полюбить мою милую Катеньку. По уму и душевным ее качествам она истинно этого заслуживает, а потому что сделала из любви ко мне, она выше всяких похвал и одобрений». Николай Николаевич попросил своего брата Валерьяна выбрать для него имение, но стать его владельцем Муравьев не успел. Император назначил его генерал-губернатором Восточной Сибири. В самом начале 1848 года новый генерал-губернатор вместе со своей супругой Екатериной Николаевной из Санкт-Петербурга выехал в Восточную Сибирь, известную как место ссылки каторжан и декабристов, край больших снегов и сильных морозов. Почти 13 лет Муравьев-Амурский успешно управлял Восточно-Сибирским генерал-губернаторством, одним из самых обширных в Российской империи. Все эти годы ему помогала его любимая и любящая жена. Эта красивая, умная, образованная женщина стала для него добрым гением, а для его подчиненных – ангелом. В гневе Муравьев принимал ужасающие решения. В такие минуты с ним могла разговаривать только Екатерина Николаевна. Своим ласковым, спокойным голосом на французском языке она убеждала Николя в том, что он не прав. Тем самым спасла много жизней. Быть женой такого масштабного человека, как Николай Муравьев, очень трудно. Подсчитано, что по делам службы он проехал 120 тысяч верст, то есть трижды обогнул земной шар. В первые годы жизни в Сибири, когда Екатерина Николаевна хорошо себя чувствовала, она сопровождала мужа в его служебных поездках. В 1849 году была Камчатка. Более 10 тысяч верст в оба конца. Лодки, верховые лошади, тундра и болота, быстрые реки и горные хребты. Муравьев гордился тем, что был первым среди восточно-сибирских губернаторов, кто совершил этот путь. Еще более, он гордился Екатериной Николаевной, своей отважной супругой. В 1855 году Муравьевы отправились в сплав по Амуру. Николай опять не смог отговорить жену. Участие в экспедициях, в поездках по Сибири позволяет считать Екатерину Николаевну Муравьеву выдающейся женщиной-путешественницей XIX века. Но для нее, южанки, климат Восточной Сибири был тяжелым. Она стала болеть и по общему решению переехала во Францию. Новый император Александр II не принял отставку Николая Николаевича. Муравьев писал: «Я сделал величайшую жертву для Амура, возвращаясь в Сибирь, ибо мне и жене необходимо было бы жить в умеренном климате, особенно зимою». С этого времени общение супругов ограничивалось только переписками и приездами Муравьева во Францию во время отпуска.
Звездным часом Муравьева стало подписание Айгунского договора между Россией и Дайцинской империей. Произошло это 16 мая 1858 года и стало итогом колоссальной деятельности по благополучному решению амурского вопроса и включению Преамурья в состав России. К огорчению Николая Николаевича рядом не было его любимой супруги Екатерины Николаевны. Вот как он писал об этом. «Для пользы дела я все переношу, и, кажется, доказываю это на деле, оставаясь в тяжелой разлуке с семейством, может быть, еще на целый год. Но если увижу, что не имеют ко мне достаточного доверия, то, конечно, не стану жертвовать ни здоровьем, ни семейным счастьем». Он тосковал о своей Катеньке. Только зимой 1860 года Николай Николаевич приехал во Францию к любимой и смог отдохнуть духовно и физически. Несмотря на запрещение доктора, Екатерина Николаевна провожала его до Петербурга, чтобы еще 20 дней побыть с мужем. Вторая просьба Муравьева об отставке была императором принята, и в начале 1861 года он уехал к жене в Париж. Вместе они провели еще 20 счастливых лет. После смерти Николая Муравьева-Амурского в ноябре 1881 года Екатерина Николаевна занялась сбором, обработкой и оплатой рукописных материалов, которые легли в основу книги о генерал-губернаторе. А 10 лет спустя в Хабаровске был воздвигнут памятник Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому. И среди имен первопроходцев в камне высечено и имя Екатерины Николаевны. Она пережила мужа на 16 лет и всегда оставалась верной его памяти. Проходят годы и столетия, меняются одежды, нравы, меняется жизнь, но неизменными остаются высшие духовные ценности, на которых держится слово дворянина и честь офицера, любовь к родине, верность выбранному делу, глубокие познания наук, искусств и любовь к женщине, к жене. Николай Николаевич Муравьев-Амурский, который за возвращение Преамурья России был удостоен титула граф Амурский, в дальнейшем из-за своих либеральных взглядов попал в немилость царского двора и закончил жизнь в одиночестве в Париже, где и был похоронен. Сразу же по получению известия о его кончине в 1881 году среди жителей Хабаровска возникло желание увековечить его память. Был объявлен сбор добровольных пожертвований. В городском саду 27 октября 1888 года состоялась торжественная церемония закладки памятника. Сам памятник был изготовлен лишь в 1890 году в Петербурге. Памятник установили на крутом берегу, на высоте более 30 метров над уровнем реки. По 4 сторонам цоколя размещались бронзовые доски с именами лиц, непосредственно участвовавших в амурских сплавах, освоении устья Амура и при заключении Айгунского договора. Открытие памятника состоялось 30 мая 1891 года. Так описывал открытие памятника племянник Муравьева. Погода была превосходная. К 10 часам народ уже толпился в городском саду. Прибыли делегации из Благовещенска, Николаевска, Амурского и Забайкальского казачьих войск. На открытие памятника прибыл цесаревич Николай Александрович, возвращавшийся из поездки по странам Востока. Памятник Муравьеву возвышался на Амурском утесе около 35 лет, олицетворяя славную историю Дальневосточного края. В 1925 году великое творение талантливого скульптора Опекушина было уничтожено. Вот выписка из протокола Дальревкома от 26 января 1925 года. Присутствовали Гамарник, Кубяк и другие. Слушали о памятнике Муравьеву-Амурскому. Постановили памятник снять и передать в музей. Дальнейшая судьба памятника известна по воспоминаниям свидетелей. Так хабаровчанка Живайкина пишет: «Когда однажды утром люди увидели памятник разбитым на куски, многие плакали. Голова его долго валялась в парке». Долгие годы имя губернатора Муравьева предавалось полному забвению. Много лет на огромном пьедестале
стояла небольшая гипсовая фигура памятника Ленину. К 125-летию города вместо фигуры Ленина установили корабль. На постаменте написали слова «Посвящается амурским землепроходцам». Писатели, общественные деятели, почетный гражданин города Дмитриева Антонина Константиновна много сделали, чтобы восстановить памятник Муравьеву. Памятник устанавливали 15 мая 1992 года. Скульптуру установили, но оказалось, фигура откинута назад. Из музея принесли фотографию. Оказалось, на вершине постамента не хватает еще одной плиты. На ее изготовление требовалось время, но как успеть за несколько дней, к 19 мая? Помог случай. Пожилой человек показал вросшие в землю 2 плиты, ранее принятые за бордюр. По его словам, это недостающие детали постамента, уцелевшие после разрушения. 20 мая 1992 года, через 67 лет, воссозданное произведение скульптора Аристова заняло свое почетное место.